представляете, у 16-летней девчонки есть фигнюшка, которая разглаживает морщины. Вот это она несет отеков. Отеков? Да, у меня тут две. В общем, есть роллер, Роллер. а есть скребок. А скребок для чего? Ну, роллер он скорее больше от этого, А чё? от отеков. Вот. А скребок он такой больше вот так вот разглаживает все. Да? Я же говорю, разглаживать морщины с сегодняшнего дня. Я начну пользоваться этим роллером, разглаживать свои морщины. Опять Бернатурова, да. Сейчас опять скажет, иди на шаг на раньше. Все, меня шаном. Чего фукаешь? Давай, учи меня, как правильно разглаживать морщины. А что, крем мазать надо? Да, конечно. Как он будет скользить? Ну, какой-нибудь жирный крем нужно, чтобы не быстро впитался. Да, возьмем крем от Аравия. Мне очень нравится крем от Аравия. Уже битком, видите. Это не столько было закончено. Ты что ли пользовалась моим кремом? Я не пользуюсь своим кремом. А кто столько бетергена? Откуда я знаю? Не нужен он мне. У меня свой крем есть. А что так мало его осталось? Офигеть. Не было такого, там дофигища было, мой крем пользуется. Да не пользуюсь этим А кремом. потом говорит, вот ты мои вещи без спроса берешь, а я твои не Я сейчас не беру. буду тебя учить. Ладно, все, я ничего не говорю, все. Как намазать? М? Вот так? Жирным слоем? Да. Держать надо, оказывается, эти штуки в холодильнике. Это что, из чего сделан? Из мрамора, походу, делан. Похож на мрамор. Делаешь хоп, хоп, хоп. 5 раз придерживаешь. Потом вот так. Вот так. Хуп, хуп. Обязательно слово хуп говорить. Все, я сделала 5 раз. Потом здесь, да? Да. Длинный должен здесь стоять. Нет, вот лучше вот так. Нет, вот так. Вот так, да? Да. А, Ну, нет, смотри, тебе нужно прям по линии подбородка вот так. ну я прохожу. Чипунг. 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 Ты под наклоном не держи, держи прямо. Вот так вот. Поняла? Дай-ка попробуем. Ну ты левша, тебе легче делать. Вот так? Угу, только сильно прям не дави. Ага. Вот. Всё. Потом. В смысле легче делать? А, между прочим, правая сторона у меня тоже есть. А вот так нельзя, что ли, сплошной прям взять и вот так просто? сразу? Нет. Надо по зонам. Ага. Вот так? Угу. Под глазами, получается. Угу. Угу. И вот тут, да? Угу. И что помогает Мабл Маккей? Ну, если делать ежедневно, да. Видишь эффект, да? Но я не делаю. А, тут как? Тут, ну, тоже так же. Вот так, да? Угу. Точно правильно? Да. Ты посмотрела, а то у меня еще хуже лицо обвиснет, и так обвисшее лицо. А вот так весь сплошной нельзя делать, Нет, что я же ли? сказала нет. Что ты меня 2 раза одно и то же спрашиваешь? Ну так легче, вот Не так. делай так. Покажи на своем носу, непонятно же. Ну, вот так вот. Оп, оп, оп. Ага. оп, А нос оп, зачем оп. делать? Ну, чтобы тоже отекивали, потом вот так. У меня на носу нету никаких отеков. Может, есть. Ай, ехиня. Вот так, да? Тык, 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 Да. тык, тык. Да ну насчет. У меня на носу нет отеков. У меня на лице вон фигня полная. Я лучше вот так побольше поделаю. Дальше что? Теперь вот так вот, смотри. Вот так мне понравилось делать. Смотри-ка. А может действительно без операции разгладиться? Ну, мама, хватит, отдай А сюда. что? Действительно, как будто бы уже затянулось, да, Азалия? Может, это самовнушение. И вот так по всему вот этому. А что ты меня раньше не показывала, когда у меня все битым сырышком, да? Ну, это же не такой прям эффект, как, допустим... В смысле, вон как будто бы уже разгладилась, походу. А что у меня тут покраснело, Азалия, смотри. У меня какие-то красные точки появились, Может, не у тебя- видишь, что ли? Может, у тебя здесь прыщи были? А сейчас у меня на лбу прыщи пойдут, если. Ты мне грязный скребок, наверное, дала, поэтому Нет. сейчас у меня прыщи Он пойдут. чистый, я их мою каждый раз. Эй, молодец, стоит. Я нормальный сегодня. Просто я вчера чуть-чуть пиво выпил. Но как порядочный очень гражданин. Вообще, мне нравится ездить на пассажирском. Снимайте наш афрейм. Афрейм готов. 6 человек. Ну, максимум до 8. На 2 человек еще есть эти раскладушки. По всем вопросам пишите, Альберт. Милюша выложила, что афрейм такой-такой. Всех интересовала только цена. Цена просто. Цена. Вот. И вот я сколько заметил много очень вот таких сообщений. Вот чтобы мы раньше что-то не выкладывали, там, допустим, теща продавала машину, я продавал машину, там что-то еще.
И вот эти люди все время, они не здороваются даже, они просто цена. То есть с длинными носами, здороваться не умеют, и цена. С длинными носами. Ну, конечно. Короче, девчонки, я пришла в очень прикольное место отдохнуть душой и телом. Кстати, это место мне порекомендовали мои подписчики. Они сказали: Илюша, Пай, это когда у вас нет настроения, когда хотите перезагрузиться, идите, говорит, в Хомай. Представляете? Оказывается, тут женщины перезагружаются. Полная перезагрузка, говорит, бывает здесь, именно в этом месте. Я вот зашла, да, и посмотрела интерьер, вообще офигительно прикольно, я вам покажу. Кстати, на Довтар с хозяйкой этого салона познакомилась. Это салон же называется, Это да? салон, да, салон Хумай Спа. Мы вас всех приглашаем. Я это место создавала всей душой, всем сердцем для женщин и для мужчин, кстати, тоже, чтобы была полная перезагрузка здесь. У нас 90% клиентов плачут здесь. Они Плачут? отпускают, да, все плохое отпускают. А каким образом отпускание получается? У нас здесь происходит настолько работа с внутренним состоянием. Мы здесь дарим заботу, тепло, любовь. С самого входа мы окружаем вот этим вот всем наших гостей и сопровождаем весь процесс. Я не хочу раскрывать прям все секреты, потому что это настолько нужно прочувствовать вот этим вот всем своим внутренним состоянием. Сейчас, короче, Довтар, мы сами все прочувствуем, Довтар, но бандакили вингеста, прям так интересный такой интерьер. А это вы сами все так создавали? Это да. Мы всё Прям в создавали башкирском сами, да, стиле. своими Довтар. руками. Меня посмотрите, даже какие тапочки дали. У них все тапочки такие, прикиньте. Что будет дальше, скоро увидите, узнаете, как вообще происходит перезагрузка в салоне Хома. Я же башкирская домохозяйка, поэтому, Довтар, минимум башкирский комнаталарда. Палас, Тора. Это же ручная работа. Где взяли этот палас? Это палас делала своими руками бабушка моего супруга. Нифига себе! Вот эти паласы, Довтар, я же знаю вот эти паласы, они очень дорого, кстати, стоят. Помните, последний раз я у Иделя взяла за 30 тысяч, но он вообще половинка гагнайна. Представляете, вот такие вот паласы по 60 тысяч, между прочим, продаются. Это ручная работа. Ох, блин, как атмосфера. Я вообще впервые вижу, что в спа-салоне висел вот такой вот палас, прикольно. А это что такое? Кресло такое прикольненькое. Это кушетка наша, спа-кушетка, спа для волос, где, в принципе, и проходит вся наша процедура. Процедура проходит 1,5 часа. Это 1,5 часа работы с душой и с телом. Когда я попросила психолога, они мне говорят, Милоша Пай, Хомайға барғыт, бірінде психолог керек болмайатсақ. Анда, говорит, такую перезагрузку сделают. Там, говорит, психолог-то заменять етелер. Один раз ходите, говорит, как 5 раз к психологу сходили, шунun хамак эффект берет. И вот меня сейчас интересно, что же они там такого делают с душой, что аж женщины потом рыдают, Довтар, и обновленные сығып кетелер. Давайте раскрывайте, Лилия, секрет, что вы делаете с женщинами. Мы проводим такую процедуру, где в конце мы поем колыбельную, обнимаем, и это все настолько трогает и душу, и все вот это вот внутреннее состояние, это вот, как, еще раз повторюсь, как в объятиях у мамы или у бабушки, и плюс вот эта вот вся атмосфера дает вот такой эффект, что человек очищается, отпускает все плохое и наполняется вот такой любовью, заботой внутренней, в первую очередь любовью к себе, ведь в спешке вот в этой жизни мы столько ролей на себя одеваем. Аромадиагностика говорит, что тебе необходимо уединение. Ну вот, я давно хочу в поход, в горы, в лес, я в горы туда-сюда и никак не могу пойти. Я прям чувствую душой, что мне надо в лес, в горы. Обычно я так и делала, ну вот, не с кем, во-первых, пойти. Кстати, дорогие подписчики, если вы меня видите, слышите, кто собирается в поход, заберите меня с собой. Ну, сейчас мы сходим в мини-поход, это путешествие в себя. И сейчас мы вот этим маслом будем дышать. Сейчас я нанесу на 3 наших центра это масло, и будем мы дышать. Это наш физический центр, это наше все тело, наше эмоциональное, это наши чувства, эмоции все, и наше ментальное, это наши мысли, иллюзии, фантазии. Выдыхай все чувства. Вдох. Выдыхай все застой. Вдох. Выдыхай все. Я снимаю с тебя роль дочери.
снимаю с тебя роль внучки. Расслабляйся вместе с ней. Все отпускай. Просто расслабиться. Просто довериться себе. Своим ощущениям. На этом кадре я понимаю, зачем мужики сюда ходят. Не такая вначале думаю. Они тут слышат то, что не слышат от своих жен, наверное. Ты молодец, ты можешь сам, ты... Они заклинатели, думал. Ты когда мотивирует. Да, потом они горы сворачивают. Да. Кешеге yılı bugüne gitmek istedim. Ben bugüne gittim. Наверное, приходят, да? Да, так Мне кажется, внимательно ему не много. хватает, да? Не хватает. Но не все все равно расслабляются. Да. Но мы говорим, что даже если на 10% мы помогли расслабиться, это уже, мне кажется, успех. Надо ведь насколько себе разрешишь, насколько откроешься, настолько и получишь обратно. Леша, хочу вам еще подарок сделать. хорошо. Масло, которое вы выбрали, уединение. Это Ой, именно спасибо. то, что ваше тело, подсознание желает. Вот. Будете Да. наносить на мешочки, слушать и отправляться в лес хотя бы. Ага, получается, хотя бы вот на дома. те мешочки накапать Да, и мне да. не так. Можно наносить на вот эти точки все Ага. и слушать. Вот, доктор, я тут поняла, знаете, вот что я поняла. Оказывается, мне уединения-то не хватает. Немножко быть наедине с самим собой. Вот чего мне не хватает, оказывается. Понятно? Вот пандакиескина бельдем. Ну, желаю Да. потому что я выбрала вот этот вот запах. А этот запах означает, что надо чаще наедине с самим собой проводить время. А у меня не получается так, потому что без конца кэшику беденгуйда. У нас как проходной двор. Спа-салон Хомай, доктор, находится рядом с планетой, моей любимой планетой, где я обычно шопюсь. И вот рядом с дворцом качков. Это дворец качков. Видите, какие качки здесь. И знаете, что хочу вам рассказать еще? Вот эти вот, вот этот вот слепок этого качка, я не знаю, с кого снят, да, доктор? А вот этот вот слепок этого качка сняли с Руслана Ягуара. Есть же вот этот башкирский качок знаменитый, Руслан Ягуар-то. У него еще есть свой фитнес-клуб. Так вот, это его слепок, между прочим. Представляете? Вот посмотрите. Вот. Похож на Руслана Ягуара? Сейчас я вам поближе покажу. Руку протянул. Ну так-то похож, я его видела. Руслана Качка голым-голым в одних трусах. Похож? Ну, лицо не похоже, конечно, а вот слепок с его тела сняли. Прикиньте, я вообще когда узнала, офигела. А еще, знаете, такой Руслан Ягуар мне так говорит: а ты знаешь, говорит, что вот эта вот статуя, которая стоит возле дворца качков, говорит, это я вообще-то. Ну, он так себя любит, конечно, Руслан Ягуар, блин. Красивые мужчины, которые знают, что они красивые, да, они просто обожают себя. Они не любят женщин, они любят себя. Поэтому лучше нафиг с красивыми мужчинами лучше не связывать вообще свою судьбу, потому что очень тяжело с красивыми мужчинами. ВКонтакте сообщение видел. Она: сколько вы зарабатываете? Я говорю: секрет. Она говорит: а почему секрет? Все блогеры 3-4 миллиона в месяц, говорит, зарабатывают. А вы сколько зарабатываете? 3-4 миллиона, Да. все блогеры Типа зарабатывают. она, да. Вы же любите, говорит, спрашивать у других, сколько, а почему сами не говорите, сколько вы зарабатываете? Я говорю: секрет. Вот вы, говорит, что там она написала. Я удивительно. Блогеры дальше убил. Я просто не стал читать такие сообщения. Короче, мимо цеара гиттим, потому что у родителей нет бани. И они вообще никогда не купались в нашей бане. Представляете, мы уже 3 года здесь живем, и они ни разу у нас в бане не были. А почему они в бане к нам приходят? Потому что у них печка сломалась. Поэтому сейчас мне быстренько баню затопить надо. Короче, прикиньте, у родителей печка продырявилась. 15 лет печки, да, и печка продырявилась. Чищилья. И сейчас они заказали новую печку. А в нашей бане они ни разу не мылись. Я такая подумала: бляха-муха. А как стыдно-то, блядь. Родители ни разу в баню не звали. Они сами позвонили, говорят: блин, Милюша, говорит, баню хотим, говорит, баня нужна, говорит. Мне так стыдно стало, честно говоря. Такая думаю: нифига себе, я дочка, блин.
Даже в баню не зову родителей. Закиай очень чистоплотный человек. И он всегда, когда приходит, да, обращает внимание на порядок в доме, на чистоту. А что здесь не убралась? А что тут у тебя грязно? Надо вот это сделать, надо в огороде вот это сделать. Поэтому, когда он приходит к нам, да, я сразу же смотрю, везде ли у меня порядок, везде ли у меня все чисто. Вот сейчас надо посмотреть баню, чисто ли у меня. Хотя у меня же клиник же мыл баню. Вообще клиник так чисто отмывает баню, Достар. Хоть раз в жизни, если финансы позволяют, вызовите клиник 02, чтобы ваши бани отмыли. После них баня пипец. Вы сами так никогда не отмоете. Самое главное, чтобы култаш артамаган. Потому что я вам рассказывала историю. Одного таксиста я встретила. У него лицо все обгоревшее было. Так вот, у него вот эта вот штука газовая, как там его, взорвалась в руках. Прикиньте, у него все лицо было обожженное. Аллам хахтан, ТВ. Наши все дома. Вас мы не знаем. Қалай тұрған болады. Көресің Өзіңіздің мұнсаға жоқ, что ли? бар. Біз сізге алма кетірек келдік. Біз Ой, алма қарақпай білем. Yok просто бұл алмаға дейтерге білмезді. Жоқ, мен алып кетермін. Ладно, рахмат. Немелер о? Тауықлы көкеш oldu. Әселердің тауықтары көке Bir қалған. tavuk ikini sola. Шан, ұста! Көп еріп, қазір аяғы мына гипс садықтар қарағыдайды. Гипсовый итек кетіріп қойғандар. 15 мың әлі сатып алдық, 15 мың кәс сатып алдық. Сол 15 мың тұрады. Офигеть. Қоя көреді? Ане, мен шоқ кетіріп қойдың итек болған. Яратып. Үшірі бағарына кірмек іздейсе. Мен чистоплотный кеші. Зәке ағай, өте чистоплотный кеші. Чистюля. Қарап қана өрей. Бір ерді басырақ көріп қалға, ол тоже яратмайы. Яман түп қарай баштай. Что это такое? Загрызище тут. Күзі зорая оғара. Мен сенге мұқтарға бұяң ағаштар келіп келді. Мәбелден олған. Mana birinchi. Какой моднявый галыш. Пенсионердар галыштарға ғана мақтаналар енді. Үш баласына турприна бар. Бар, весь бар. Олар арт жақтан енерге болдылар. Әйбе. Мында жойлары бүт. Так. Бір жақтымы қазам? Яқтым. Өзіме башағансың да. Мен айтам, өз сеу ешейбіл, бір мұнсаға сақырғаны да казатса жоқ. Мен айтам, қалай оят? Бар бет. Оларды мұнсағары болған, зачем мен алары сақырға дейді? Бала кеп қарайма, оягын қоймықтарып қайтқан тансыда. Әбелді дискотекала өрген еш сақтарын ейтіп. Дискотек қойтқан. Аяғынан айтқан, шығарған. Айма итікті бая düşürем деймін бит. Кстати, вот так, оказывается, выглядит итик, который стоит 15 тысяч. Никакого гипса не надо. Вот такой итик купил за 15 и юрий. Был тегі лыжный неге ұқшағанда. Горный лыжы қайы. Қазір әсәй бір туфли ғана киіп жүрейін. Баяғы сықтым да, мен айтам, екінші туфли қайда болған екен? Оны ұтқаным, оказывается, мына екінші яғына мешок киіп жүрейін, бір яғына мына бір ғана туфли киіп жүрейін, прикиньте. Пакетімді апарышам. Хадр Азалия Улясехмен Мусатуша. Закига, короче, в баню не придет. Попозже придет, потому что ему горячую баню нельзя. Я же говорила, что у него в голове титановая пластина. Ее нагревать нельзя, титановую пластину. Если титановая пластина нагреется, мозг нагреется. Очень опасно. Поэтому он сейчас купается только в прохладненькой бане. Башында тибері ерияды. Әй, несіп бұны сесіп еуын Сесерге болады ені. Сесен де шан сыққанда кейіне, кері кие. Капроновый калгырки киіп алғансы? Не, бір аяғын хайбетті. Бір аяғын киіп алдың. Вот сейчас мама пошла в баню, да, и ладно, с Азалией пошла. И Азалия ей помогала раздеться, одеться, воду подавать там, помогала мыться, да. Ну, мыться не помогала инде, помогала в бане инде. Ну, а я даже об этом не додумалась, не подумала об этом. До меня даже не доперло, вообще не дошло, что у мамы-то ногу сломала и что ей какая-то помощь нужна. Я ее проводила, ладно, говорю, там с Азалией помоете, сен де сықтым да кеттім, ішіммен бұлырға. Шуман вот Әсей, мама пришла и такая начала говорить, вот ладно, Азалия мне все помогала, воду таскала, раздеваться, одеваться. И потом только до меня дошло. Я говорю, боже мой, блин.
вот со своими проблемами в голове. И на маму это насрала, наплевала такая, думаю, ладно, как-нибудь помоется. Шулай деп мен жібердім де Аллах әттер, все, как-нибудь там сама. Ей, мон сияқты. Анда утын тықтың да яқпын енді. Әрхерге қоймақ қойып ашылдым. Менің қоймаған тәмді болып тұрған. Әлі білмеймін, ертеңсек тұқыға мистеген. Дрожжевой, қайнамдікі мақ. Бұлырға тейш. Ой, ең башы бұл қылған ба? Бисмиллахиррахманиррахим. Мына несі көпірген. Түнге табан қоймақ қойып ашайға. Люди ко сну готовятся, я блины готовлю. Любовница Бунина ушла от него, от своего, ушла к Бунину от своего мужа. У него муж до этого. Но она ушла от него к Бунину. В итоге она поняла, что он не собирается уходить от своей жены, и ушла от него. Знаете, кому? Женщине. И в какой-то момент, некоторое время, они все жили впятером вместе. Бунин, его жена, получается, любовник жены Буниной, потом любовница Бунина и любовницы Бунина. Господи, как я скучно живу. Как я скучно живу, оказывается. Это какой-то этот... Слишком богатый человек был еще, Нобелевский премия. Боже мой. Его личной жизни могли позавидовать все. Не говори. Это действительно. Ну это, конечно, вообще завел любовницу, а эта любовница тебя еще любовницу завела. О боже. Анила ерте сықтығы? Маша, бітті, беш сүйтем теге неше тұрасың мұнда? Үсіл? Сүйтем жоңыдан оқша жәлден ақша айтам шистаны кегеден сұрап афир айтам да есім оқша түліп. Орта мына мал айтып, биям қызым малай. Evet немесе evet ikinci yılda ikinci tutarlı. Әлі ақса білген неге әлі барабыз. Өзбекстанға бары керек, Аллах бекар. Ол да асма Өзбекстанға хингерем түлейді хан. Ай, мені қоймақта оцените. Шеф-повар сен шеф қылайын деп. Ай, қайда? Всегда хәйбәт келіп сықпай жол закара. Осындай не бito. Любой блюдоға обязательно бірай то келіп сыға, то келіп сықмай. Сетелдесе олмағаны мен болды. Бүтін әсе. Қалақ берма? Мына закара тәмдігіне варені қарағатына. Har. Жирек жинек кишайна кинен еттемел нешекен көтер. Кишайна жирек. Кишайна көтер. Несіп болған қоймағасы? Сүт әмді. Тәмді ма? 1 литр жирек жидем құра жирек. Мала, ну, барыбыр әйбәт битенде. Яра қашқаны мен әткелер. Сентябрьде. Қоймақтым да. Қызым. Ай. Тәмді етіп тұрып, яйда ұтырға тар. Яра. Уже мен все. Әсет, қасан қойып өтәң тейді мұна, все, біттім. Көпті қоғаны қасан қойып өтәмен тек отыран елді. Мен өз табана қоям да хан. Сразу. Сен түгел. Момент қыңыз. Шәп бет. Өз табаман удобно. Ну, конечно, іргәнен кетіп болмай, но зато шап, мұна қараң, өз табаман. Моментально қоям мен. Размердары бір істеден. Мен Икеядан заказаттым шындай. Икеевский табалар. Қоймақ ертман Закиағай бір ауын ашығына былай. Екіншісі борқтар. Екіншісен аша қалды. Екіншісі. Былай оқшаным. Вообще. Мен специально жердің өсін ертеңсек тоқып кеткен. Әсей Нақшы тәмлен. тәмлі. Удачный был. Рахмат. Әсей өтінің қоймағын әп кегеніне сәйсерге әтеп шынан мен қоймақ қая баштағайым. Кері өтінің қоймағын сумкағына алып алды. Ап қайта нешеп қалдырмайым ол кабашкиман дау. Мен ошайманы. Мен яратам кабашкиман. Қоймақ. Ады тұтқанда кері қоймағын сумкағына алғанда алған. Мені тыңдады. Әсең әбелінкі түгіл мені. Ташлап қояды келді. Әй, аптырып барағым әлі. Мүшек мен оны таштайды. Ошай, мен кабачкимен қоймақ ярсам да. Жүрген тәмді толдым. Өттердімді бір нәрсе қолмады. Мана өзің тәмді мына бұтарсың. Көрдіңіз ме, достар? Закиға пенсияла буш ятмай. Вареньелер қайнатып ята. Малиновый. Малиновый анда қорағат болды енді. Аплипих болмады.
Облепи хабланым. Ай, сайскандар иш ошам. Сесеңнер иртеге бәле. Я. Ты обояна иртанаху. Сәсәдір басанаға теш. Көрдіңіз достар, Закияға очень любит ухоженных женщин. Теге вақыт әсеге бейдәлейні қашыңды іштатып ал, қашың юқ деп. Қазір мына сәсін бұятып алды. Огарган бейт. Ағарған сәсің те, үрімә бейдер хымақ ақ сәсмен те. Не соответствует, чаще битина не соответствует, потому что чаще награк монга орда үздеяш. Сәсі қарт бейті еш. Ай, Алла, не соответствует битіне. Бәріп тек отыр. Кескенін ашарға рұқсат етмейін кешеге өзің рахаттап қоймаға Biz шатыра. konaktayız, biz konaktayız. Konakta ol barışında yarak. Емірмейін хине. Әсей алдай, между прочим, әсей тоже склонна к полноте. Махам химерелі кетті. 5 килограмм yana bütün orta. Bir koy bulsa, kaç kanı olsa tek. Toy eti olsa kanı olsak 5 kilo. Şuna uğraşattı da harekata başında. Әлігі әсей явық түгілді олай. Сумалақ қынайын ол. Менің бір әтір қойшыма yoğuktu. Зәкияға явықтырып алды. Қаш іштеттіріп алды. Çok koşunası. Koşun işledi men. Dek 10 mərtə atışını işlətdirdim. Yok o ya. 15 binge. Даже яңа аяғын алып қойған Зәкияға әсейге. 15 binge ұпалақ айым. Bu pensiyadan bir sene ayıttı. Давай, пока. Ауырма. Давай, пока. Иптеп түш бұнда баққыз, бұнаңда. Ладно, давай, пока. Закияғай, пока. Мен индім. Индім, үшінім атты, ярай. Срок кейін парым, пока. Әрлеу. Пока, әсей. Ха, мен да мұнсаға барам. Бұтайында алаттым, қоймақ қойдым, сәйсі тоже. Альберта, кстати, же дома нету. Боимся, сазали вдвоем. Еще мы обычно, когда мы вдвоем дома, мы страшилки смотрим, потом боимся сазали. Вообще-то пупок надо мыть каждый день. Я забыла про него, прикинь. Как можно было про него забыть, мам? Ну это как зубы чистить, там же тоже скапливается грязь. Ну-ка не трогай. И он бодолган пупок. Ой, не трогай. Короче, друзья, у меня пупок бодолган. Представляете, ма? Ты подождешь меня? Это мне страшно же, блин, одной. Ну, Мунсаны, ешегілі қалмағаны. Нефигала. Весь Мунсаны бітіргендар. Парығына пшш деп кіне ата. Сабыны болмай. Короче, придется только посидеть. Нифига, эфеги жоқ. Весь бүткен. Бірліген, хим бит менен біргенем. Я еще такая сижу тут со своими рогами. Альберт там не знаю где. Типа во фрейме, а может он вообще не во фрейме, а я тут рога дело сижу. Надо позвонить ему. Какого черта он вообще не звонит? Куда он пропал-то? Во фрейме он уехал, блядь. По делам типа. Понятно, блядь? Мужиктардан немекейші бірген. Вообще мужикам нельзя доверять, вообще абсолютно нельзя доверять. Потому что я знаю, что это такое. Прекрасно. После первого брака. Поэтому я и не доверяю. Вообще никому не доверяю. Особенно мужикам. А то они тебе лапшу на уши навешают, блядь. Они же еще, знаете что, никогда не сознаются. Они говорят, ты что, дура, что ли? Что, напридумывала себе что-то? Я знаю, что все мужики так говорят. Напридумывала. Ни хрена ничего я не напридумывала. Прям глядя в глаза же, они еще говорят, ты что там себе напридумывала, что-то? Совсем, что ли? Я только тебя люблю. Вот так и говорят. Прямо именно так и говорят. Поэтому, если так сказали, не верьте мужикам. Абсолютно даже. Они в это время, тебе так, глядя в глаза говоря, могут иметь на стороне любовницу. Запросто. Вон, даже Бунин имел любовницу. Не одно там, сколько там штук у него. Писатель знаменитый Бунин. Альберт, Азария! Это Бунин же, да, любовница имел? Бунин? Бунин, да. А то я такая думаю, Бунин или Букин? А есть такой писатель Букин? Букин? Ага. Нету? Нет.